Evet, saygılı dostlar, balачıклар мультфильмны seyrettiler, endi de mektepke de barmağa mümkündür. Biz ise yayınımızına devam etemiz. Endi anlağanыңыз gibi studiyamızda musafirler var. Оларны şimdi sizge taqdim etmege isteymiz ve bilemiz ki Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde pek sık merasimler ötkerilir ve bugün de anda iqtisadiyatnen bağlı meraklı bir forum keçirilecek ve bu forumның teşkilatçılarından biz söhbet etmege isterdik. Demek sağlı dostlar, bizim sübyetimizge buyurunuz, hoş geldiniz studiyamızın musafirleri. Bugün Lila Hanım Mercanova, İktisadi ilimlerine namzet Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin Muhasebe, Tahlil ve Audit kafedrasının docenti ve Sevilla Hanım Mustafayeva, İktisadi ilimlerine namzet Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin İktisadiyat, Management ve Malumat Teknologiyalar Fakültetinin dekan muavini. Selamun aleyküm. Sabah geldiniz, hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Hepsi ya çok şükür. Çok güzel, çok sağ olun бізге келгеніңіз үшін. Как мы сказали телезрителям, сегодня на базе Крымского инженерно-педагогического университета пройдет такое масштабное мероприятие. Лилия Ханым, расскажите нам об этом мероприятии. Да, сегодня буквально в ближайшие часы мы открываем новое мероприятие. Это форум международный с международным участием. Он называется «Крымский вектор 2019». Главная задача нашего мероприятия – это собрание участников для определения оптимальных решений развития нашего региона. Задачей нашего форума является создание постоянной площадки для международного общения, для научного общения, для использования междисциплинарных связей, научных открытий. Важным моментом является создание кроссфункциональных взаимодействий. Для того, чтобы телезрители поняли, о чем это. Это объединение специалистов разных абсолютно направлений для достижения какой-то одной цели. Наш форум будет проходить в городе Евпатория, в отеле «Резорт», который является отелем высокого уровня. Вот по этому поводу у меня все сообщение. То есть сегодняшний форум будет проводиться в Евпатории, не в самом КИПУ? Нет, в Евпатории, да, потому что там идеальный конференц-зал, и мы ждем солидных гостей, поэтому мы выбрали это место для проведения. Лилия Ханым, а что означает название такое интересное «Крымский вектор 2019»? Ну, цель и вообще, цель нашего форума – это именно развитие экономики Крыма. И поэтому мы, как крымчане, мы не можем не участвовать, не беспокоиться о будущем нашего Крыма. Поэтому выбрали такое название «Вектор 2019». То есть результаты, которые пройдут сегодня на форуме, мы будем проецировать на 2019 год. Ну, а понятно, что вектор – это направление, то есть, вот так вот. Лилия Ханым, расскажите нам подробнее о масштабе, о плане мероприятия. И уже сказали, о формате, уже сказали, что гости приглашены. Кто они? Наверное, хотелось бы сказать о том, что ежегодно факультетом проводится ряд научно-практических конференций. Не менее 4 конференций мы ежегодно факультеты экономики, менеджмента и информационных технологий реализуют. Однако пришли к выводу, что необходима трансформация данного формата. То есть мы в этом году коллективом кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита организовываем уже форум. Форум, как сказала Лилия Зикиевна, это некая такая дискуссионная площадка, которая будет объединять представителей как законодательной и исполнительной власти, это представители бизнеса разного уровня и, конечно же, это научное сообщество. Для того, чтобы объединить на одной площадке и озвучить все основные острые и актуальные проблемы нашего современного состояния экономики, тут же озвучить возможные направления развития и для того, чтобы, конечно же, услышать оценку практикующих специалистов, представителей бизнеса, которые, в свою очередь, возможно, и внедрят эти результаты уже сразу после форума в своей деятельности. Говоря об участниках, стоит отметить, что порядка 160 человек сегодня будут принимать в работе форума участие. В целом это 12 университетов. Более того, 2 из них – это наши гости.
В частности, будут представители профессорско-педагогического состава университета имени Гумилева, это город Астана из Казахстана будут. Также будут представители профессор с университета мировой экономики и дипломатии, это город Ташкент. Ну и с материка очень много будет наших коллег с Российской Федерации. Если говорить о представителях власти, то ожидается участие депутата Государственной Думы Руслана Исмаиловича Бальбека. Также ожидаем, что примет участие заместитель председателя Совета Министров и одновременно министр финансов Ирина Валерьевна Кивика. Ну и в целом 5 министерств будут задействованы, профильных министерств. Если говорить о научных кадрах, то более 15 докторов наук и 70 кандидатов наук в целом задействованы в проведении данного форума. Надеемся, что и результаты, конечно же, будут достаточно высокими и эффективными. Говоря об вопросах, мы думаем, нашим зрителям было бы интересно узнать об основных вопросах, предусмотренных программой форума. Да, ну мы уже говорили о том, что мы пытаемся, и сегодня я думаю, что мы реализуем новый абсолютно, значит, у нас стиль общения. Мы берем представителей инженерных направлений, экономистов, там же и научные деятели, и образовательные, значит, с образовательных организаций. Поэтому мы собираемся сегодня провести мастер-классы, как сказала Севилья Рисмановна, лекции ведущих профессоров, потом форсайт-сессии. Я об этом я не буду подробно останавливаться, потому что это касается привлечения студентов. Форсайт-сессии будут проводить у нас гости, наши партнеры из Нижнего Новгорода. Они пытаются привлечь именно студентов-экономистов для организации бизнеса. То есть это первые шаги для организации бизнеса. А мастер-классы будут проводить замдекана, кандидат наук, профессор, я не помню фамилию, с университета Гумилева, Казахстан. Вот. И главная цель сейчас – это систематизация выводов проектов нашей конференции, и потом уже мы будем апробировать на каких-то, значит, площадках, может быть, даже в правительстве. То есть прислушаться должны и органы исполнительные, и законодательной власти. Ну, что-то нужно делать вот в этом направлении, потому что мы должны Крым все-таки развивать. Севилья Ханум, мы видим, что достаточно авторитетные гости, да, приглашены на данное мероприятие. Что касается студенческого, да, участия, как сказала Лилия Ханум, насколько молодежь, да, активно участвует в данном мероприятии? Большую заинтересованность проявили наши студенты в данном мероприятии. Вот, что касается 6 секционных заседаний, которые будут проходить завтра, во всех этих направлениях будут представлены доклады, личное участие наших студентов, и не только наших, а в целом студентов всех. И хочется отметить и то, что вот эти вот мастер-классы, которые будут реализовываться тоже завтра, и форсайт-сессии, они направлены в большей степени как раз-таки на нашу молодежь. Потому что это предоставление условий практической деятельности, скажем так, в искусственно созданных условиях, чтобы они потренировались, чтобы они набрались опыта, чтобы они переняли те или иные навыки у профессионалов. В целом хочется отметить, что мы как образовательная организация непосредственно заинтересованы в том, чтобы наши выпускники были востребованы на рынке труда, чтобы обладали хорошим набором компетенций, в целом хорошим кругозором. И, конечно же, университет создает максимально благоприятные условия для вовлечения студенчества в подобного рода научно-практические, научно-теоретические мероприятия, потому что мы должны понимать, что через 5-10 лет это наше будущее, это те люди, которые займут уже определенные должности, а возможно и руководящие, и от их действий будет зависеть наше социально-экономическое процветание. Поэтому, ну и с другой стороны, сами студенты проявляют большую заинтересованность, конечно. И даже не только, вот я сказала о дискуссионных заседаниях, сегодня будет пленарное заседание проходить, где вышепредставленные авторитетные участники будут принимать участие. Ну и наши студенты туда сегодня по собственной инициативе отправились, и им будут предоставлены возможности на равных условиях задавать вопросы, участвовать в дискуссионных заседаниях, в общении и так далее. Поэтому большая заинтересованность нашей молодежи. Видим, вы не с пустыми руками, какие-то материалы.
Что это? Да, значит, Они мы подготовлены специально к форуму. специально к форуму мы успели подготовить. Значит, в этих материалах собраны труды участников нашего форума. Севилия Исмановна сказала, сколько у нас участников. Все статьи размещены уже, да, в Ринце. Вот. Здесь я еще хочу добавить, что у нас 13 направлений будут рассматриваться сегодня на форуме, и все направления, значит, отражены в этом сборнике. Направления касаются бюджетной политики, антикризисных каких-то ситуаций, финансового управления. Важным моментом является инновационные проблемы, поэтому мы включили в это. Я не сказала, забыла сказать, у нас 6 секций работает, и первый раз у нас задействована кафедра сварки, мы там будем рассматривать технологии машиностроения. Вот это сборник у нас. Подготовлена также программа, видите, все солидно, так что я думаю, что у нас все пройдет нормально. То есть участники смогут благодаря этим материалам еще подробнее, да, вникнуть во все вопросы? Да, и научно да, подготовиться. экземпляр будет у нас в нашей научно-технической библиотеке, то есть любой желающий может ознакомиться, ну, с теми, потому что мы заинтриговали сегодня с Севилией Исмановной, я думаю, что можно подойти, посмотреть и почитать. И, возможно, и на сайт, да, разместят наши материалы? Конечно, возможно, материалы да. и в e-library будут Да, размещены. то есть Участники получают комплект данных, Да. а те, кто заинтересован, могут потом либо в онлайн-режиме получить, либо в нашей библиотеке обязательно познакомиться при желании с этими материалами. А могут ли желающие, да, например, в дальнейшем стать участниками, возможно, этого Конечно. форума, если они заинтересованы и видят свое, да, будущее нашего полуострова? Только рады, если будут появляться такие участники и добавляться в нашу работу. Мы только рады, и мы, конечно же, планируем, что это будет не первое и последнее, а это будет добрая традиция ежегодно да. проводить подобного рода мероприятия, потому что, ну, как вот мы так предполагаем, что они будут носить более эффективные результаты. То есть внедрение, понимаете, пропадает вот этот временной разрыв между научными достижениями и внедрение их в практику. А когда собираются за одним столом все представители заинтересованные, все участники нашего экономического развития, то, я думаю, эти результаты будут внедряться гораздо быстрее, и тем самым мы будем и видеть повышение уровня жизни в целом населения нашей страны, нашего региона, и социально-экономического процветания, благополучия наших граждан. Илья Севильевна, çok sağ olun, что пришли к нам в студию, осветили это замечательное мероприятие. Мы желаем успешной работы, конечно, на этом форуме, плодотворной, уверены, что он пойдет во благо нашего полуострова. Çok sağ olun. Siz de çok sağ olun. Sağ olun. Evet, sayılı dostlar, böyle же аңлағанымыз кебі, бүгін Кезлев шерінде böyle иқтисадиятнен бағылы форум olacak isteklilер давет етіле. Егер сіздің вақтыңыз болса, ве әлбетте, егер сіз Кезлевлі болсаңыз, қачырмаңыз, егер иқтисадиятқа авеслігіңіз болса, мұтлақа бұл форумны зиярет етіңіз. Біз есе яйынымызны девам етеміз, келіңіз небеттеки рубрикамызны сейретейік.